Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на вашего мужчину. И мы с вами посмотрим, что он думает о вас прямо сейчас, в эту самую минуту, в эту самую секунду. Загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите по имени, мысленно, либо вслух обратитесь к нему и задайте ему свой вопрос. Мой милый дорогой, что думаешь обо мне прямо сейчас, в это самое мгновение? И давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ничего себе поворот. Так, девушки, женщины мои хорошие. Вот он сидит, такой старик разбитый, да, на палку опирается. А вот она вы, прекрасная, с гордой, как осанкой, да, кошечка такая. Раз отвернулась и хвостиком, значит, ему машете, типа пока-пока. Ой, что-то его не на шутку тут напугало. Ему кажется, что вы от него уходите, что вы от него отдаляетесь. Какое-то ваше поведение, какая-то ваша реакция. Вот, кажется, что он вас теряет. И вообще считает себя абсолютно несчастным, старым почему-то он себя считает. Может быть, у вас там разница в возрасте. Считает, что сил у него нет, что он всю свою мужскую привлекательность потерял. И он такой, блин, она меня бросает, она отдаляется, она уходит. И что же мне делать, да? Как ее удержать? Что мне такого придумать, чтобы ее удержать? Сердце у него очень сильно болит, как будто бы ножом в сердце ударили. Аж, знаете, не вдохнуть, не выдохнуть. Такое состояние. Что происходит, не могу сказать. Это вы мне лучше в комментариях напишите. Может быть, вы какую-то фотографию очень красивую опубликовали в соцсетях, и он такой посмотрел и думает, блин, ну явно она себе ищет нового мужчину, либо для кого-то другого эту фотографию опубликовала. Может быть, действительно что-то сказали, либо проявили какую-то крайнюю степень независимости. Ну, в общем, девочки, сделали вы ему больно, сознательно, либо неосознанно, но мужчина сейчас страдает, очень страдает. Вот, за сердце хватается, как рыбка воздух, да, ртом пытается схватить, надышаться, не получается. Чувствует себя просто разбитым. Разбитым старичком, никому не нужным. Не могу понять, почему старость, почему он себя чувствует старым. То ли у него силы закончились, и он просто вот сидит, ни одной мысли нет, да, как вас остановить, как вас привлечь, заинтересовать. То ли и правда у вас разница в возрасте. Ну вот как-то так. Еще, мои хорошие, душа у него, знаете, вот такой, как импульс подает, что беги, беги к ней, хватай ее там за руки, за ноги, проси, умоляй, но только не отпускай. Почему-то у него такое прям предчувствие, либо он сам себя убедил, что без вас он просто вот помрет, пропадет, да, что жизнь просто закончится, оборвется в один момент, когда вы уйдете, за вами захлопнется дверь. Да. Вы, кстати, да, за последнее время очень по-другому стали себя вести, но вот прям показывают вас грациозной пантерой. Не просто кошечкой, пантерой, потому что для кошечки это слишком большой образ. И кошечка, которая очень независимая, ну такая сама по себе, сама за себя. И вы действительно как будто бы
направляетесь в другую сторону, но при этом все равно на него посматриваете. Может быть, это какой-то ваш сигнал, либо какой-то знак протеста, что я не хочу таких вялотекущих отношений, либо я жду какой-то конкретики, я жду серьезности, что со мной нельзя играть, что я знаю себе цену, я себя не на улице нашла. И если ты не даешь мне того, чего я хочу, то я пойду на охоту и поймаю себе более адекватного мужчину, который действительно сделает меня счастливой. Может быть, говорили, может быть, показывали, может быть, намекали. Ну, в общем, мужчина как-то вот уловил в таком ключе, что вы, значит, фыркнули в его сторону и действительно отдаляетесь. Вот, он понимает, что вас не так-то просто удержать, что схватить вас, там, не знаю, связать, к батарее приковать невозможно. Во-первых, вы сильная, вы будете отпираться, драться. Еще неизвестно, чем это все закончится, его попытка. А с другой стороны, возможно, следует дать вам то, чего вы от него ждете. То есть любви, нежности, заботы, каких-то конкретных действий, предложений. Да? Вы же все разные. Кто-то на мужа смотрит, кто-то на парня, кто-то просто на мужчину, между вами и им симпатия. Вы все разные. Отсыпка-то общая. Да, тут прям дилемма. Страдалец. Он страдает. Тут какой-то рядом человек пытается его развеселить, либо пытается привести его в чувство. А этот ваш такой: нет, оставьте меня все, я в печали. Меня любимая бросает, да, либо любимая потеряла ко мне интерес. Да, тяжело. Может, он у вас еще и заболел, помимо всего прочего. А может быть, действительно такое вот эмоциональное потрясение. Может, считал, что вы у него в кармане, и он может делать с вами все, что захочет. А оказалось, что нет. Тут еще поди узнай, кто у кого в кармане, судя по этой отсыпке. И еще, мои хорошие, какая-то русалка между вами. Тут мужчина либо думает, что какая-то женщина против него вас накрутила, либо он думает, что какая-то женщина, возможно, лезет, вмешивается, да, пытается вас разлучить. То есть он винит еще какую-то русалку. Говорит, вот между нами русалка стала, и поэтому у нас сейчас такие проблемы в отношениях. А он-то хотел, вот видите, что хотел? Хотел с вами чашу любви пить, да? Праздник жизни хотел. Жить, не напрягаться, ни в чем себе не отказывать. И тут такой неожиданный поворот. Вы уходите. Разбили все мечты этого парня, мужчины, просто в прах разбили. Вас какую-то прям действительно очень нарядную показывают. Вы то ли гардероб сменили, то ли прическа, то ли цвет волос. Может быть, макияж у вас поярче стал. Вот он на вас смотрит, он вами восхищается, но вас слабо узнает. То есть она стала другой. Может быть, вы устали быть удобной женщиной, да? Возможно, вы стали проявлять свой характер, и из-за этого очень сильно преобразились. Вы все разные, у каждой будет по-своему. Но вы действительно становитесь другой, либо уже стали другой. И он никак понять не может, что это, почему, от чего, что я не так сделал. Да, что мне нужно сделать, чтобы все вернуть вспять. Но вспять уже точно не получится. Вы не вернетесь к прежним отношениям. Я так понимаю, что вы очень добрая женщина, и вы очень долго надеялись на его благоразумие. Да? Ну вот как-то с добром к нему относились, проявляли максимальное терпение. Скорее всего, он не оправдал ваших ожиданий, не оправдал ваше терпение, и вы действительно ему уже тут очень ярко либо в лицо говорите, либо намекаете. Но что-то происходит. Что-то происходит. Еще знаете, девчонки, хочу вас предупредить, что он решил за вами следить. Следить, подслеживать, знаете, как вот я пойму, почему она меняется, почему она такая стала, да, я узнаю. И если правда у вас какой-то другой парень завелся, то он может даже и драку устроить. Он как этот лев, может быть стареющий, но лев будет пытаться сражаться за свою прекрасную пантеру. Да. Кстати, еще у этого мужчины сегодня то ли на работе, то ли в бизнесе какие-то неприятности были. Неприятности, которые он тоже связывает с вами. Ну, то есть он, скорее всего, не выспался, скорее всего, он всю ночь напролет думал о вас, о том, как вы поменялись, какой вы стали. И вот это предчувствие, что вы уходите, не покидало.
Он не может сконцентрироваться, он не может ничего делать, у него все из рук валится. И вообще такое ощущение, что он теряет и контроль, и интерес к тому делу, которым занимается. Даже, возможно, какие-то аварийные ситуации были, если он водит. Да, просто вообще абсолютно невнимательный. Он такой, как зомби, понимаете? Одна мысль о вас его по жизни ведет. Такое впечатление. Слушайте, если у вас нет мысли о том, чтобы его бросить, и если у вас нет мысли, чтобы с ним там расстаться, либо проучить, то обязательно с ним свяжитесь. Хотя бы какую-нибудь там смс-очку маленькую киньте ему, там со смайликами, с поцелуйчиками. А то этому мужчине прям совсем плохо. А ваша смс-очка, либо ваш звонок, это как, знаете, какое-то целебное средство, да, один глоток, и он исцелится. Ну а если вы хотели его действительно проучить, то вы все делаете правильно. Ваша тактика, она прям стопроцентная, она вас не подведет. И буквально, может быть, ну, в зависимости, да, от силы, внутренней силы мужчины, у кого-то пару часов, у кого-то пару суток, и он уже будет прям такой мягенький, как тряпичный, да, можно будет крутить, вязать все, что захотите. Ну, при условии, конечно, что вам это интересно и нужно. Да, готов он, смотрите, выйти и кидаться вам в ноги, лишь бы вы не ушли, лишь бы вы его не оставили. Мужчине плохо, а вам наоборот хорошо. Либо вы как никогда собой довольны. Вот такая вот дилемма. Ну, закон сохранения энергии, да, где-то убыло, где-то прибыло. В принципе, все здесь понятно. Но вот как раз-таки в эти самые минуты мужчина наконец-таки осознает, кто вы для него, кто вы в его жизни и насколько сильно он вас любит. И что не имеет он права вас потерять. Да? Потому что если вы уйдете, то и жизнь его, грубо говоря, тоже прекратится. Да? Вот как будто бы лишат его кислорода, либо пожизненно отключат ему солнце. Так и будет в темноте жить. Вот. Хорошие метаморфозы, хоть и болезненные, но хорошие. Даст Бог, мужчина и одумается, может, действительно станет тем, кто вам нужен, либо начнет себя вести не как взбалмошный мальчишка, а как настоящий мужчина. В общем, девочки, держу за вас кулачки. Мне идет как 2 дня. Да? Вот 2 дня вы его еще помаринуйте, а потом будете удивляться, да, каким мужчинка стал. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.